Ветеран труда из города Сунжи Давид Юсупович Татеев получил поздравления с 95-летием от президента России. Торжественное вручение личного послания прошло при участии замглавы города Мусы Дядикова. Слова признательности, пожелания здоровья и душевного тепла от Владимира Путина прозвучали как символ уважения к заслугам старшего поколения. В Магасе стартовало грандиозное спортивное мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Забег собрал участников всех возрастов, которые стремились не только продемонстрировать свою физическую форму, но и выразить глубокую благодарность героям, защищавшим страну. Организаторами мероприятия выступили активные жители города, которые собрали вокруг себя команду единомышленников и получили значительную поддержку от администрации Магаса. Забег обещает стать не только спортивным, но и патриотическим событием. В Сочи стартовал первый международный фестиваль книги «Литературный Сочи». В нем приняла активное участие делегация из Ингушетии, в составе которой были председатель Союза писателей Республики Хаваш Накастоев, ведущий научный сотрудник отдела ингушской литературы НИИ Марем Елхароева, поэт, прозаик Эсет Базоркина. Они были приглашены представителем ингушской общины в Сочи, председателем правления региональной общественной организации Краснодарского края Национально-культурный центр Войнах Аюпом Альсаговым. Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. Музеи вносят важный вклад в благополучие и устойчивое развитие наших сообществ. В 2025 году тема дня – будущее музеев в быстро меняющихся сообществах, посвященная тому, как музеи ориентируются и вносят свой вклад в мир, переживающий глубокие социальные, технологические, экологические изменения. В сам же праздник многие музеи в разных странах мира открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно. Готовят новые экспозиции, тематические лекции, экскурсии, научные чтения. В настоящее время 37 тысяч музеев из 158 стран по всему свету отмечают этот праздник. В Стамбуле прошел международный студенческий фестиваль, где Ингушетия засияла на культурной карте мира. В стенах одного из ведущих турецких университетов студенты из разных стран представили традиции своих народов. Особое внимание привлекла яркая кавказская команда, в состав которой вошли и ингушские студенты. Национальные костюмы, ароматная кухня, книги, сувениры и символика Ингушетии вызвали живой интерес гостей. Презентация велась сразу на 4 языках – русском, турецком, английском и арабском, что позволило донести послание о богатой культуре республики до широкой международной аудитории. Свыше 250 участников примерили черкеску, а фотозоны с папахой и кинжалом стали настоящим хитом мероприятия. В Госдуме предложили запретить женщинам разводиться с участниками СВО во время их службы. Развод будут разрешать только в том случае, если оба супруга согласны на него. Депутаты считают, что такая мера защитит бойцов, которые получили ранения и каждый день рискуют жизнями, защищая Родину. 31 мая во Дворце спорта «Магас» пройдет очередной турнир Лиги НФЛ, на котором пройдут 22 зрелищных поединка по правилам ММА и 2 борцовские суперсхватки с участием бойцов и борцов из России, Бразилии, Казахстана, Таджикистана, Армении и Турции. В главном бою непобежденный Ислам Героев 6-0 встретится с опытным бразильцем Рафаэлем Диасом. В соглавном бою Исмаил Сагов попробует взять реванш у Мусы Абдурахманова. Билеты можно приобрести на официальном сайте Лиги, nflmma.com и в кассе Дворца спорта «Магас».